сухумский забег был проведен еще в прошлом году. Сегодня количество участников сухумского забега увеличилось в 2 раза, так как принять участие в них мог любой желающий. Только на забег было зарегистрировано 500 человек. В мероприятии участвовали взрослые дети. Все они показали хорошие результаты. Сложно было бежать, болит, все, упасть хочется в обморок, ужас просто. Но победа за тобой, да? Это всегда за мной. Главная цель сухумского забега – пропаганда здорового образа жизни, привлечь как можно больше людей к занятиям спортом. Мы не про спорт высоких достижений. То, что мы делаем сейчас, это массовые виды спорта, доступные всем гражданам. Мы говорим о любительском спорте, мы говорим о том, чтобы мы могли утром выйти на пробежку, чтобы у наших жителей была возможность принять участие в таких забегах, как Сухумский забег. В этом году мы его приурочили к празднованию Дня Победы 9 мая, потому что для нас всех очень важен этот праздник. Наши жители нашей республики большую цену заплатили за эту победу. И мы сегодня хотим показать, что наша республика, она здорова, жива, развивается, смотрит в будущее и хорошо помнит тот подвиг, который был. В мультиспортивной гонке триатлон, состоящий из непрерывного последовательного прохождения 3 этапов плавания, велогонки и бега, приняли участие более 70 спортсменов. Я участвовала здесь на Титане 2-й раз уже, и участвовала в Сочи на Iron Star. Я участвовала, здесь я в Абхазии 1-й раз вообще, а так участвовала на России на различных соревнованиях, потом ЮФО, Краснодарский край, Iron Star, Спартакиада. Нравится, очень хорошая трасса, все отлично, прям и красивая, там особенно велотрасса. Та география и локация, которую Сухум может предоставить, она уникальна. Ни одного, в России точно нет старта по триатлону, где можно старт с воды осуществить морской и через 30 метров попасть в транзитную зону и уже выйти на велоэтап. Это уникальная локация, она людям нравится, поэтому уже 2-й год подряд к нам приезжают триатлеты. И я думаю, большая перспектива у нас есть в развитии подобного рода дисциплин. Это и дуатлон, это и горные трейлы, это и горные забеги, забеги в городах. То есть Абхазия, она интересна. Наша задача сделать так, чтобы о том, что у нас есть такие возможности, знало как можно больше людей. Помимо триатлона, немаловажным событием стал 1-й этап нового сезона Кубка Евразии по открытому плаванию. До конца года республика еще дважды встретит Кубок Евразии. 2-й пройдет 5 августа на озере Рица, а завершающий этап 14 октября. Дистанции будут разные, в них могут принять участие и дети. Я 1-й раз участвовала в Сухумском забеге, и я прибежала до финиша, и мне дали медаль. Впервые в Абхазии все те, кто дошли до финала, получили эксклюзивные медали с абхазской символикой и подписями на абхазском языке. А главное, и участники, и зрители получили массу положительных эмоций. Рената Шакай, Саида Гухава, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.